На ТНВ новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Back to Татарстан. Мы приглашаем американских инвесторов для работы на наших площадках. Какие американские компании готовы продолжать работать в Татарстане и с какими идеями, услышал Рамиль Шайдуллин. Как казанский юрист собирается защитить преподавание татарского языка? 2 государственных языка. У нас ведется обучение на обоих государственных языках. Узнал Дмитрий Аринин. Подносы и блюда, которые оказались не камильфо. Есть возможность за такие нарушения закрывать или штрафовать Макдональдс, чего уж говорить обо всех остальных. Какой общепит провалился на туристическом маршруте, знает Альбина Минибаева. В роли мамы. Мама все умеет, мама, папа как бы ничего не могут. О мужчинах, которые развеивают стереотипы, расскажет Алина Бережная. Американские разработки как шаг к бессмертию. Сегодня продолжился визит Рустама Минниханова в США. Этот день он провел в Техасе. По результатам переговоров Татарстан вновь готов выступить стартовой площадкой для американского бизнеса. Некоторые идеи, например, увеличение продолжительности жизни, уже сейчас республика хочет реализовать. Что для этого нужно, узнал Рамиль Шайдуллин. Так Америка увидит объектив, а такой она предстает в фотоснимках. Вот граница Сан-Франциско и Окленда, а вот университет Райса, побратима Альметьевского нефтяного института. Америка готова быть ближе к Татарстану. Инициатива взаимна. Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные компании в качестве своей стартовой площадки для работы в Российской Федерации выбирали нашу республику. И вот первое соглашение между американским Univation Technologies и татарстанским Казань-Оргсинтезом. Это продолжение успешной истории отношений. Сама форма реактора, сама технология, которая была разработана лет 40 тому назад, сегодня работает. Все увеличиваем его, во-первых, производство, во-вторых, качество. Не менее важно и качество жизни. Татарстан и Штаты обсудили взаимные интересы сотрудничества в здравоохранении. По результатам недавнего исследования, сегодня в Татарстане живут в среднем по 73,5 года. В планах увеличить эту цифру до 76 через дополнительное финансирование и инновационные методы лечения. Например, выявление раковых клеток на ранней стадии через оптоакустическую томографию. Автор метода – выходец из Советского Союза. Мы посылаем свет внутрь, там он преобразуется в звук, и после этого слушаем детекторами. И слушая, получаем изображение, как будто у нас были глаза внутри тела. Идея нова и республике очень интересна. В планах разработчиков создание предприятия в Татарстане. Рустам Минниханов поручил Минздраву изучить метод и не терять контакта с его создателем. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Хьюстон. Кто призван повторить успех татарстанской команды в Абу-Даби? Сегодня в Казани рассказали о том, как республика будет готовить новых Поляковых, Дюбановых и Фадеевых. Напомним, на мировом чемпионате рабочих профессий они взяли золото и серебро. Как собираются СУЗы поднять свой статус до вузов, узнала Лина Зинатуллина. Аплодисменты, плакаты и поздравления. Всей школы в Набережных Челнах встретили победителей Junior Skills. Юные робототехники вернулись из Абу-Даби со 2-м местом. До золота не хватило лишь 3 баллов. Выдохнули, в принципе, с облегчением, потому что до последней секунды, можно сказать, решалась наша судьба. Когда приезжаешь, ты смотришь на чужие конструкции и откладываешь в себя в голове новые механизмы, решения. Теперь ребята из разряда юниоров перейдут к участию уже в настоящей Олимпиаде рабочих профессий WorldSkills 2019. Он пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября. Сегодня в Доме правительства не только рассказали о подготовке, но и подвели итоги чемпионата в Абу-Даби. Участники из Республики Татарстан принесли сборной 5625 баллов, заняв 2-е место в внутрикомандном зачете. Уступили татарстанцы лишь москвичам, а чтобы наши рабочие руки были впереди планеты всей, стандарты WorldSkills выносят далеко за рамки самого состязания. Начиная с будущего года, выпускники, которые полностью прошли цикл обучения, должны сдавать итоговую аттестацию, должны проходить в форме демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills. В республике первыми ласточками станут повара и слесари, а вместе с профессионалами готовятся и площадки. Выставочный комплекс «Казань-Экспо» достроят к маю 2019 года. В мае 2019 года на территории города Казань и именно в выставочный комплекс «Казань-Экспо» состоится чемпионат России. Уже стартовал и набор волонтеров будущего чемпионата, а победители нынешнего завтра прилетят в Татарстан. Лидия Синатульна, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань». Эпопея о будущем изучения татарского языка в школах обрастает новыми главами. Пока в учебных заведениях республики не закончилась совместная проверка Роспотребнадзора и прокуратуры и нет результатов, родителям уже предлагают сделать свой выбор. В школах на родительских собраниях обсуждают варианты преподавания татарского. О чем говорят, слушал Дмитрий Аренин. Разделились немножко мнения. Такие разные виды на будущее татарского языка проявились в 25-й школе Нижнекамска. Здесь прошло закрытое для прессы родительское собрание, где, как говорят пришедшие, им предложили несколько вариантов изучения татарского языка. В том числе оставить татарский язык как обязательный, просто сократить количество часов, оставить все как есть. Мы хотим, чтобы дети его изучали. Лично я за татарский язык, хотя мы русская семья. Большинство родителей за то, чтобы, если даже татарский оставить, факультативно, чтобы это было, и чтобы разговорной речи больше было. На подобные собрания приглашают родителей в других городах республики. Об этом пишут в разных группах. В социальных сетях же появились сообщения с фотографиями заявлений по выбору предмета «Родной язык». Сейчас в Татарстане русский и татарский преподаются наравне. По поводу обязательности в школах проходит проверка Рособорнадзора и прокуратуры. Тем временем на прошлой неделе на заседании президиума Милли Шура Василий Шахразиев выразил свое отношение к изучению языков. Мы единственное просим одно. Если ты татарин, будь добр, знай родной язык своего мамы, родителей, предков и передавай его из поколения в поколение. Другим национальностям мы говорим, вы живете в Татарстане, наверное, вам будет в большей степени плюсом, если вы будете понимать, а еще лучше разговаривать на татарском языке. Проверка завершится к концу этой недели. Тогда, вероятно, и будут сделаны официальные заявления и решения о будущем изучении государственных языков. Дмитрий Аренин, Светлана Шумкова, Амир Зальшев, Максим Липин, ТНВ. В Казани больше нет снежных барсов. Сегодня соцсети облетела новость о смерти последнего снежного барса в казанском зообудсаде – Теофании. Пресс-служба зообудсада говорит, самка умерла еще в августе. Напомним, в начале года погиб ее спутник Тамерлан. Потомства у пары не было. Причина смерти Теофании – инсульт. Новый ингредиент в общепите Казани – кишечная палочка. Ее обнаружили в столовой в центре города. Роспотребнадзор продолжает оценивать качество блюд и соблюдение санитарных требований. Альбина Минибаева о деталях ревизии. Центр Казани в буквальном смысле эпицентр питейных заведений. С них и особый спрос. 8 заведений здесь проверил Роспотребнадзор. Вот столовая, которая по некоторым параметрам ведомства здесь не прошла проверку. Вилки и ложки стучат, подносы гремят. После проверки Роспотребнадзора клиентов меньше не стало. Ревизоры нагрянули сюда в сентябре. С подносов были сняты пробы. Ложки тоже были посмотрены. Но, собственно, вот так вот, как и обычно, столовые у нас складывают еду. И видно, что столовые приборы ставятся без салфеток. Что требовалось доказать? Именно в подносе была обнаружена кишечная палочка. Правда, сами клиенты не стали воспринимать эту новость болезненно. Аргумент у посетителей один – слишком приемлемо по цене для центра. Все очень свежее, вот, поэтому меня все устраивает. Просто у нас здесь Роспотребнадзор кишечная палочка. Вы знаете, что плохого сказать не могу. Все прекрасно, я думаю, нормально. Еще не болел. Нарушения нашлись по весу блюд и по медобследованию сотрудников. Это столовая в зоне турмаршрута Казани. А правительство России поручило проверить все заведения, в которые могут нагрянуть туристы во время Мундиаля 2018. Проверяются объекты, которые находятся в центре города, которые располагаются на туристических маршрутах нашего города Казани, а также по республике, если имеется. То, что мы находимся в центре города, и поэтому они нас могут проверять. Вот. Я, честно говоря, не считаю, что это как бы справедливо. Но вот руководство столовой недовольно такой нежданной проверкой. Это очень похоже на какой-то инструмент давления. А еще больше смущает и пугает то, что, судя по тому, что все вот это сейчас развивается именно таким образом, этот инструмент давления работает. У Роспотребнадзора таких проверок до 15 в день. И пока они продолжают оценивать общепит по турмаршруту столицы и республики. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.
Тяжелой выдалась минувшая ночь в поселке Джалиль Сармановского района. В час ночи на пульт дежурного службы 112 поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в одном из домов по улице Ленина. Жители экстренно были эвакуированы. Их разместили в здании одной из школ поселка. По предварительной версии, звонок о якобы заложенной бомбе совершили 2 местных жителя. Они задержаны. А вот что говорят очевидцы происшествия. Была экстренная эвакуация населения. Хотелось бы отметить слаженность работы всех спецслужб, пожарная часть, полиция. Приехал глава района, кинологи приехали, проверили, никакой угрозы теракта нету, бомбы не нашли. Самые передовые достижения в области нефтехимии можно увидеть в Москве. В столице открылась выставка «Химия-2017». Свою продукцию представляет и Нижнекамск нефтехим. Чем удивляют коллег и конкурентов, об этом в следующем материале. Нижнекамск нефтехим ежегодно участвует в профильной выставке в Москве. В этом году специалисты компании наметили более 40 встреч с потребителями продукции. Нижнекамск нефтехим выпускает 7 видов каучука общим объемом 670 тысяч тонн в год и 4 вида пластика 160 марок общим объемом 750 тысяч тонн в год. Например, полиэтилен для ротационного формования и буквально в сентябре освоенный линейный полиэтилен низкой плотности с ПТР-единицы. 45% мирового производства. Это натуральная каучука. На выставке «Химия-2017» основные виды продукции Нижнекамск нефтехима представлены на стенде, который с интересом осмотрели представители Минпрома и торговли России. Особое внимание посетителей проявляют к новым видам продукции. Что касается бимодального полипропилена для автопрома, его никто не делает в России. То же самое можно сказать о полиэтилене для ротоформования и линейного полиэтилена для ламинации, для выдува. Новые разработки татарстанских нефтехимиков являются на 100% импортозамещающими. За 4 года загрузка газозаправочных станций республики выросла втрое. Об этом сегодня в Казани рассказали журналистам. Напомним, в республике работает специальная программа. Ее запустили в 2016 году. И за это время на голубое топливо перешли 1300 автомобилей. О том, что тех, кому поддать газа в прямом смысле, становится все больше, Сергей Хайдаров. Экономично получается и удобно. Раза в 3 экономичнее. Среди множества плюсов автолюбители выделяют именно выгоду. Фаиз Агдиев работает водителем такси. Решил переоборудовать свой автомобиль, потому что на бензине уходил в минус. День на бензине 1000 рублей, а на этом рублей на 300. И это за полный баллон. Программа переоборудования автомобилей на природный газ в республике работает с 2013 года. С тех пор в ней приняли участие 1300 татарстанцев. Что позволило увеличить загрузку станций, увеличить реализацию газа практически в 3 раза с 2013 года. И сегодня реализация по 2016 году составила порядка 23 миллионов кубических метров. Столько вредных веществ попадает в окружающую среду буквально за несколько минут из выхлопной трубы автомобиля на бензине. Для сравнения, от машины, которая работает на газу, выхлопов в 9 раз меньше, ведь при сжигании метана в природу попадают только тепло и вода. Еще вчера природный газ настораживал автолюбителей, а уже сегодня его считают топливом будущего. А те, кто переходит на это топливо, получают субсидии. Вы должны обратиться в аккредитованный пункт переоборудования транспортных средств, заключить с ним договор о переоборудовании, и стоимость она будет дешевле рыночной на 30%, в связи с тем, что данное ППТО аккредитовано и участник этой программы. Уже в этом году на природный газ переведут еще 200 автомобилей. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Поменять подгузники, постирать пеленки, сварить кашу. Сегодня в республике почти 2000 мужчин получают пособие по уходу за ребенком. А все потому, что их жены зарабатывают больше. И отказываться от карьеры для семьи невыгодно. О мужчинах в роли мамы Алина Бережная. Часик-полтора погулять, потом вернемся домой, собственно, еще раз покушаем. Вот так четко по плану и без лишних эмоций расписан день у Афанасьевых. Здесь воспитанием 2 детей занимается папа. В их семье 2 года назад родилась дочь Алиса. Неожиданно и карьера у жены пошла. Алексей ушел в декрет и заботу сначала о первом, а затем и о втором ребенке взял на себя. Я, конечно, тоже свою любил работу, но так или иначе не хотелось ее
от ее любимого дела отвлекать. Между стиркой и готовкой Алексей занимается блогингом, ведет свою страничку в интернете, где делится своим опытом отцовства и выкладывает семейные фотографии. Пей, говорит папа. Пить. Сейчас в республике около 2000 мужчин в декрете. Выбор в пользу папы делают те семьи, где женщина зарабатывает больше. Мужчина тоже может выйти в декрет и также получать деньги, получать пособие. Это западная практика. Действительно ли в Татарстане мужчины готовы пожертвовать карьерой ради ухода за ребенком? Об этом мы спросили как мужчин, так и женщин. Очень хорошо, когда мужчины идут навстречу, помогают своим женам, сидят с детьми и готовы принять на себя такой труд. Нормальная зарплата хорошая, почему мужчине не сидеть в декрете? Это по-любому он должен и работать, и зарабатывать, он же должен кормить детей. А если жена зарабатывает больше? Жена никак больше не зарабатывает. Взять отпуск по уходу за ребенком может не только мама или папа, но и другие работающие члены семьи, бабушка или дедушка. Правда, таких единицы. Алина Бережная, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. В последний съемочный день снимают первые кадры киноленты. Сегодня под Казанью завершилась работа над новым фильмом «Кире упертый». Это русско-татарская лента о проблемах двуязычных регионов страны. Со съемочной площадки Эльмира Шеймарданова. 112, кадр 1, дубль 4. Амбициозная творческая команда. Молодые кинематографисты уже экранизировали неотосланные письма по повести отеля «Кутуя», а сейчас завершают съемки нового проекта. Пришлось привлечь силы из Москвы. Это так называемая светобаза. В любую погоду, в любое время дня и ночи сделать луну из окна. Очень мощный прибор, 6 киловатт, которого нет в Казани. Эта локация у нас называется «Кухня в доме Мансура». Вот интерьер. Экстерьерные сцены мы сняли в другой локации, на другом объекте. А здесь мы в этом доме снимаем все, что происходит внутри. Фильм «Кире» – это взгляд молодого поколения на ситуацию, которая складывается в двуязычных регионах. В главной роли яркий и пластичный Фанис Диганшин. Его герой со всеми говорит по-татарски, и даже с журналистами. Некоторые события словно взяты из моей нынешней жизни, так почему бы и не согласиться на эту роль? Режиссеры сетуют, в Казани сложно снимать. Актеры не всегда готовы ради съемок отказываться от работы в театре. Мне кажется, у меня самая удобная ситуация в плане актерского графика, потому что на сегодняшний день я не так активно задействована в театре, я нахожусь в декретном отпуске. Участники проекта прочат картине не только удачную фестивальную судьбу, но и успешный широкий прокат. Зрители увидят «Кире» в будущем году. Эльмира Шеймарданова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Лаишевский район. «Ясные дни» не подарили и Челны свою новую песню исполнитель легендарных «Морячки», а офицеров Олег Газманов сегодня посвятил первому снегу. На свежем видео из Инстаграма певца он на фоне одного из заснеженных челнинских дворов. Не хочется белого снега, ни морозного синего дня, ни чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня. Что-то зима уже здесь, в набережных Челнах. Более подробно о погоде далее в программе. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго. Nissan теперь в Конавто. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230 30 30. Лечение катаракта от 30 тысяч рублей. Клиника Кузлярь. Знаешь, кто самая красивая? Теперь я с гиалуроновым кремом Либридер. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Она красивая, модная и желанная. Идеальная для работы и учебы. Повседневная и для особого случая. Новая коллекция одежды уже в продаже. Торговый центр «Франт». Юлиуса Фучика, 90. В магазинах «Идеал» новая коллекция осень 2017. Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. С 25 по 27 октября на Казанской ярмарке выставка «Дор Транс Экспо». Содержание и строительство дорог, дорожно-строительная техника, транспорт, безопасность движения. 12+. Поймаю! Так, придется убираться. Когда мне что-то нужно срочно, выбираю пятерочку. Средства для стирки Вимакс в ассортименте по 199 рублей. Хорошо, когда нужно, всегда рядом. Пятерочка выручает. Сохраните себе жизнь, питайтесь правильно.
Минздрав Республики Татарстан. С днем рождения, Эссен! С днем рождения, Эссен! Орхидея 9 сантиметров 299 рублей. Тушка цыпленка бройлера 1 килограмм 84 рубля 50 копеек. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Привет. Привет. Сегодня в школе нам рассказали про вредное производство. У тебя на работе не вредное производство? Нет, давно уже не вредно. Казань Оргсинтез. В гармонии с природой. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды, и в начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам, быстро и качественно. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатны. Только в октябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы и Азнакаево ночью пройдет снег и подморозит до 6 градусов. Днем без осадков и 1 градус ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью облачно, пройдет снег, местами с дождем, -4. Днем также временами пройдет снег и 1 градус выше нуля. На севере Татарстана, Менделинский, Агрызий, Менделеевский переменная облачность, выпадет снег. Ночью -1, днем до 1 градуса тепла. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе облачная погода, местами со снегом. Ночные температуры -4, днем около 0 градусов. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Биржаном будет пасмурно, без снега не обойдется. Ночью -5, днем +1. В центральных районах республики Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, временами со снегом. Ночные температуры -5, днем 1 градус выше нуля. В ночные и утренние часы на дорогах возможно гололедица. Будьте предельно внимательны. И еще одна полезная информация. Спонсор программы «Мега-мебель на компрессорном». Ваш любимый мебельный центр. Целых 4 этажа только мебели от 200 мебельных компаний. Удобная парковка. Приезжайте, приходите. По адресу город Казань, улица Сибирский тракт, 34. «Мега-мебель на компрессорном» – самый большой мебельный центр города. Мега-мебель на компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Высокий доход ближе, чем кажется. Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только в октябре при оформлении сбережений по программе «Накопительная» предоставляем пайщикам сертификат на покупку бытовой техники. Все подробности по телефону 239 17 36. Город Казань, улица Чистопольская, 55. Спонсор показа – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Ждем вас по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице. Ночью в Казани пройдет снег, -2, -4. Днем без осадков и около 0 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и завтра составит 770 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна полезная информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана. Известная далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок, татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо, шведский стол.
Комфортные переходы. Ацеста и грязи делают чудеса. Бакирова. Наш санаторий.